июне 2023 года 5 бельгийцев высаживаются в Кыргызстане и направляются в малоизвестный туристам регион Таласскую область в 300 километрах к западу от столицы Бишкека. Там живет Владимир Мазер. Он является ответственным директором охотничьего и рыболовного хозяйства в Таласе. В течение нескольких лет он искал решение, поскольку заметил, что биоразнообразие, такое красивое и обильное, когда он был молод, исчезло. Он хотел бы изменить назначение территории, за которой он отвечает, превратить долину своего детства Каракоюн в полностью охраняемую зону размножения диких животных. Владимиру помогает и подтверждает его подход эксперт по экологии Гамал Суронкулов, который очень активно занимается защитой природы в Кыргызстане. Бельгийцы, все фотографы и видеооператоры посетят эту территорию и откроют для себя эти 7200 гектаров. Они также здесь, чтобы помочь Владимиру осуществить свою мечту, потому что охотник, который хочет полностью запретить охоту, это необычно. Следует знать, что непосредственным соседом Каракоюна является национальный парк Бешташ площадью 13 730 гектаров. Это сохранившееся место. Важно, чтобы оно таковым и осталось. Выпас здесь расширяется уже несколько лет, и существует серьезный риск перевыпаса. Жители Таласа также приезжают провести несколько часов в этой красивой долине. Необходимо сообщить им, что делать или не делать. В июне воды меньше, чем обычно. Изменение климата ощущается и здесь. Меньше снега, меньше и воды в реке Каракоюн. Трава, обычно очень густая, плохо росла. Дикие животные достигли высоты горы, превышающей 3000 метров. Пики, доминирующие над долиной, достигают кульминации в 3500 метров. Сохраненная флора очаровывает своим присутствием. Фауна может только процветать. Владимир и Гамал идут по тропе, ведущей к общему перевалу с национальным парком Бешташ. Для автомобилей он уже непроходим, но пешком проблем нет. Все готово для создания бригады по борьбе с браконьерством. Он будет патрулировать и защищать эту великолепную, нетронутую дикую территорию. Нет горнолыжного курорта, умеренный и контролируемый поток туристов. Немного денег и много доброй воли, и мечта Владимира и Гамала осуществится.